Продолжаем наш репортаж из отеля Millennium Hilton. Так, я заметил, что проскочили наши чиновники бурятские. И у нас с вами есть возможность потихонечку, не портя людям аппетита, подглядеть, чем питаются наши министры. Когда я ем, я глух и нем. Министр Виноградов даже бровью не повел. Вы представляете, какая выдержка? Настоящая выдержка. Так, много мясного, жирного. Но и в меру тоже я вижу. И фрукты, и кимчи пробует. Не остро, господин министр? Нормально? Отлично. Так, это Дарима, наш координатор. О, здравствуйте. Доброе утро. Да. Да. Рыба, омлет. Так, главное по СМИ. Ирина Немажаповна. Здравствуйте. Ирина Немажаповна, скажите, пожалуйста, какие планы сегодня у главы? Поработать. Да, ну понятно. А? Алексей Самбуевич встречается с послом. Затем России в Корее. Ну, конечно, послом России в Корее. Потом, значит, у него встреча с вице-спикером Национальной ассамблеи. Это законодательное местный собрание. парламент, Парламент, да. Там после встречи он сделает заявление для СМИ, для всех корейских СМИ. Пресс-конференция будет. Ну, это будет в формате брифинга, то есть это будет заявление без сессии вопросов и ответов. А почему выбрали такой формат? Ну, нам такое предложили. Все У понятно. нас сегодня будет интервью на одном из крупнейших телеканалов Кореи, SBS. Кстати, он же здесь, я его на горе Намсан увидел СБС вывеску, еще так засомневался. Тут телеканал же на горе вот рядом. Ну понятно. То есть вся Корея сегодня, это будет прямой эфир? Я не думаю, что это будет прямой эфир, но да, Корея узнает сегодня. И сколько минут формат? Интервью, там вопросов 7. Ну это большой, это 20-минутный, даже получасовой даже практически, да? А заявление для СМИ, оно краткое. Все понятно. Спасибо. Спасибо. Ладно, приятного всем аппетита. Ага.